Оба стволами не вертим, в разные стороны, все делаем по команде. Заряжать винтовку очень просто. Винтовка СМ-2 очень меткая и очень точная. Берем патрон, загоняем в окошко, ствольный коробки, присылаем ствол, закрываем затвор ладонью. Винтовка заряжена. Приложили, совершаем механизм, сделали выстрел. Открываем эту затворку, присоединяем и следующий выстрел. Значит, когда стреляетесь, пробуйте не только оставляйте затворки, лежащие на левом боку в положении. Если вопрос нет, то можно ложиться, занимайтесь готовым. Как стена, монотонно лупит по заставе, а система 100 тревожный шлет сигнал, и дежурный группу поднимает. Верный пес от нетерпения повод рвет. Мы уходим, растворяясь в тьме промозглой. Что там нас на КСП сегодня ждет? Может, зверя след, а может, все серьезней. Бесконечные леса, горы и степные дали, пограничные войска на страна служить призвала. Школы жизни календарь нашей юности страницы пролистал, оставив нам сердце память о границе. Мы бежим вперед нехоженной тропой, через ливень на сработавший участок. Лишь потом и через много лет поймем, что вот это вот и есть мужское счастье. Давно канул в лету дембельский приказ, только служба все равно нам часто снится, потому что в тот момент нуждалась в нас вся страна на том участке госграницы. Бесконечные леса, горы и степные дали, пограничные войска на страна служить призвала. Школы жизни календарь нашей юности страницы пролистал, оставив нам в сердце память о границе. Добрый день, уважаемые пограничники. Еще раз. Сегодня мы провели соревнования по стрельбе среди ветеранов пограничников, посвященное 27-летию вывода войск из Афганистана. Пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов афганцев. У нас наше отделение, в нашей организации есть ветераны афганцев, которые тоже воевали в Афганистане. Хочу немного сказать о нас, о пограничниках. В этой 10-летней войне участвовали более 62 тысячи пограничников. 20 тысяч пограничников из них были награждены высокими правительственными наградами. 447 пограничников погибли. Из них 9 пограничников Чувашии. Как вы знаете, в 2013 и 2014 годах наша общественная организация 2 года подряд провел автобобег по местам захоронений пограничников. Встречались с родственниками, приводили порядок, места захоронения могилы.
А также хочу отметить, что мы выполняем очень много, проводим мероприятий. Все эти мероприятия у нас отражаются на нашем сайте. У нас сейчас, уважаемые пограничники, другой сайт, заходите на сайт Чурок пограничный братства. Там тоже есть у нас план мероприятий. План мероприятий были включены, которые мы с вами обсуждали на 4-й конференции пограничников Чувашии. Очень отрадно, что он к нам еще присоединяется. Хочу отметить сибирских пограничников, красноармейских, красноармейских очень активно. Сейчас с нами начали работать. Но я хочу отметить, что среди нас самое активное наше отделение – это Дядринское отделение. Во главе председателя Чернова Сергея Порфирьевича и заместителя председателя Дядринского отделения Адипин Сергея Анальевича. Сегодня в большом мероприятии в городе, которое проводилось в честь 27-летия вывода войск из Афганистана, он был награжден медалью за заслуги патриотическому воспитанию молодежи, а также ветеран-афганец Ефремов Алексей Алексеевич был награжден благодарностью от главы Михаила Васильевича Игнатьева за активную патриотическую работу ветерану, воину-афганцу Ефремову Алексею Алексеевичу, заместителю председателя правления Чувашского государственного общественного организации братства. Это по поручению, кстати, мы его наградили, но я тоже, кстати, хочу показать, что ему наградили и подарком сейчас Сегодня у нас прибыли на наше соревнование комсомольского отделения, Дядринского отделения, Рождественского отделения, Чувашского отделения, Жмейского отделения, Алипского отделения, Чебоксары, Дядринский район. Ну, Чувашский тоже прибыли, я ничего не сказал, хорошо. Так, на нашем мероприятии сегодня мы проводим мероприятие сигнальной патриотизации среди ветеранов лично и команду Деревня. Лично Деревня третий месяц занял ПНД Анатолий Антонович. Очень отрадно, что у него получается 249, бикинец. Хорошо стреляет. Поздравляем. Ворог еще есть, хорошо. Второе место награждается Каленов Сергей Петрович. Стреляете тоже неплохо. Подожди. Помню его, нормально. Первый место награждается Савёв Алексей Анатольевич, занявший первое место. Тоже там его срочный. Молодец. Заслужил. Отрадно. Поздравляем. Бог вперед ему стрелять нормально. За Россию.
это. Он сказал, сыну может передать. Вот у них династия пограничников, отец служил на южной границе, потом Игорь сам служил в Сеченском пограничном отряде, Забайкальском пограничном округе, и он сам тоже сейчас готовится к вступлению в пограничные войска. Так? Да. Спасибо, поздравляю. Можно сказать, ну, давайте, кто может что-нибудь сказать, уважаемые пограничники? Ядерный 27 февраля проводится турнир на призыв нашей организации Чувашской христианской общественной организации пограничного братства. Там это региональный турнир, можно сказать. Туда приезжают из Нижнего Новгорода и из Чувашской республики. Команда будет концертировать. Желающие можете концертировать. Начало в 11 часов. Начало в 11 часов приехать туда, в город Ядерный. Так, а также, кстати, я хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность начальнику нового клуба. Начальник Сухасский силовой спортивный клуб «Достав России», ветеран пограничников Коршу Андрей Станиславович. Сухасская спортивная общественная организация приглашает вам благодарность за поддержку боевых пограничных и большой вклад в патриотическое воспитание патриотических страны. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, духа, оптимизма, благополучия, всего самого доброго и светлого в жизни, удачи, в делах и дальнейших служений на благо Отечества. Так случилось, что у вас традиционно здесь собирается каждый год. Я узнал об этом недавно, потому что я недавно здесь начальником работы, 3 месяца только прошло. Оказывается, что пограничники здесь самые лучшие друзья Тира. Но я надеюсь, что в дальнейшем это будет укрепляться и расширяться. Очень надеюсь. Вот как предыдущий оратор говорил, что подрастающее поколение, так скажем, для нас важным является таким процессом. Приглашаю всех вас, не только самих, с детьми, с друзьями, с внуками, у кого-то. Дети приходят, для детей это, так скажем, и в воспитательных целях, и адреналин. То есть приводите сюда детей, внуков, друзей. Всегда рады вам здесь. То есть Тир для вас будет, так скажем, местом, где вас всегда ждут и принимают хорошо. То есть добро пожаловать, вы тоже сделали, не переживайте. Приходите, а остальное решим все. Все, спасибо. Да, Хабаровский пограничник, я 70. Хабаровский служил. 86-88. Уже на пенсии, я честно говоря, сейчас. А вот на пенсии вышел, на контроле работать вроде. Работал на контроле. В принципе, а? Нет, Хабаровский отряд, в самом отряде. Красная речка, да? Да. Вот. После службы в армии я служил в налоговой полиции 10 лет, 11, пока она существовала. Потом на контроль. Вот сейчас до полковника дослужился, ушел на пенсию осенью. Вот, предложили возглавить ТИР. Я не знаю, заметили вы, нет? В ТИРе изменилось немножко. Стену улучшаем, свет немножко улучшаем, стараемся. Сайт сделали. Вот с Анатолием Борисовичем будем дружить с сайтами, то есть информация о вас будет на моем сайте, а в нашем ТИРе на вашем сайте. Наши сегодняшние 5 надо сделать это. Да, надо будет показать, что прошли мероприятия такие. В принципе, я думаю, организованы. Как смогли организовали, я первый раз организовываю с вами это мероприятие, вам есть с чем сравнивать. Будем стараться, чтобы было еще лучше и организованней. Спасибо большое. Приходите. Сейчас еще кто скажет, фотографируется, еще кто желающий сказать? Нет? Ладно, уважаемые товарищи пограничники, давайте сфотографируемся вместе, а потом на чай, туда, как у нас здание доставки. Нормально. Киллером не работал? Улыбаемся.
Еще с винтовкой. Давай, давай.